No, we'll do a full ounce. Это обычный рабочий день денверского магазина марихуаны. Like this has a little bit more of a... Некоторые образцы имеют ноту сосны, некоторые цитрусовые тона. Продажа марихуаны легализована в штате Колорадо, и, как отмечает полиция, лицензированные центры продажи, как правило, становятся респектабельными предприятиями. Они точно такой же бизнес, как и остальные, пока соблюдают все соответствующие правила. Однако, по данным этого полицейского, пожелавшего сохранить анонимность, есть производители каннабиса, которые нарушают эти правила. И тогда нам начинают звонить недовольные горожане. Иногда дым от таких заведений идет просто непереносимый. По федеральной статистике, каждый 7-й взрослый житель Колорадо употребляет марихуану. В то время как большинство из них законопослушные граждане, представители полиции отмечают, что зачастую вынуждены принимать меры против тех, кто незаконно курит марихуану в общественных местах, за рулем, продает ее подросткам или незаконно вывозит из штата. Тем не менее, по официальным данным, статистика арестов за незаконное владение и распространение каннабиса в штате Колорадо снизилась почти на 50% с момента легализации. Ситуация с остальными нарушениями осталась в общем и целом без перемен. Группа из бывших и продолжающих службу полицейских, судей и прокуроров обратилась к федеральному правительству с призывом легализовать все наркотики. Считаете ли вы справедливым, что за небольшое нарушение законов о владении и распространении вы окажетесь за решеткой на десятилетия? Бывший полицейский из Колорадо Джейсон Томас сегодня представляет группу LEAP, сотрудников правоохранительных органов против запрета наркотиков. LEAP добивается того, чтобы некоторые наркотики могли продаваться в регулируемых магазинах. Мы не собираемся избавляться от аптек. Система, о которой мы говорим, не предлагает единого магазина наркотических веществ для развлечений. Вовсе нет. У каждого такого вещества есть свои характеристики. И мы должны по-разному относиться и к кокаину, и к марихуане. И с медицинской точки зрения, и с юридической. Отмечая криминальную статистику, пресс-секретарь группы напомнил, что опасения о росте преступности в связи с легализацией каннабиса оказались напрасными. Нам рассказывали страшилки, а когда мы открыли этот шкаф, в нем никого не оказалось. За опытом Колорадо пристально наблюдают несколько десятков штатов, где активисты стремятся добиться легализации марихуаны.